Следует мусульманину отличаться от Ахлюль Китаб в том, что касается их праздников. Поэтому понимаем мы, насколько глупы люди, которые, когда бывают у христиан или иудеев их праздники, связанные с их религией, Пасха или Рождество и так далее, начинают дарить им подарки на эти праздники, начинают их поздравлять. Некоторые даже слышу я на рынке в день Рождества. Один человек сказал христиану, который работает с ним вместе, сказал: Христос воскрес. Хорошо. Те поправили его, говорят: нет, это надо говорить, когда Пасха бывает. Христос воскрес. Во время Рождества не говорят Христос воскрес. Ну, он извинился. Харам. Нельзя поздравлять их с их праздниками. И люди, которые делают это люди слабые и глупые в религии. Ибн аль-Каим говорит: ученые ислама единодушны по поводу того, что это харам, дарить подарки им на их праздники. Хорошо. Или быть довольными вообще их религиозными праздниками, поздравлять их с их религиозными праздниками. Почему? Потому что то, что они делают, это куфр и ширк, и многобожие. Ты их поздравляешь с их ширком, поздравляешь с многобожием. С чем ты поздравляешь их? Еще подарок даришь. Почему? Из-за того, что они мушрики. Это праздники, посредством которых они пытаются поклоняться Аллаху субхану ва тааля. Если он дарит и поздравляет, значит он доволен этими праздниками. Хорошо. Это может привести потом человека к куфру, вообще к выходу из религии полному. Другое дело, если поздравляет человек иудея или христианина с рождением ребенка, например. Хорошо. Или с каким-то имуществом, приобретением, например. В таком случае ничего. Если они это делают с нами, то есть также хорошо относятся, можно им тоже тогда поздравить в ответ. Хорошо, если что-то такое у них, ребенок рождается там, или приобретение какое-то, благоприобретение.